Наталья Викторовна, очередной сюрприз от нашего частично ушедшего правительства. Постановление Кабинета министров о таможенном регулировании, изданное, по-моему, в мае прошлого года. Что оно означает для нас, что оно означает для жителей Абхазии, для народа Абхазии? Я бы сказала так, это опять вступает в силу злосчастные вот это 46 вопросов гармонизации нашего законодательства с Российской Федерацией. Предвидя следующие вопросы, вот я хочу сказать следующее, что вообще вопросы гармонизации не являются для нас обязательными. Они носят, да, они подписывались с абхазской стороной, со стороны Российской Федерации и нашей стороной. Да, это международная там договоренность, но она носит больше рекомендательный характер. И никакое отношение влиять или жестко нас обязывать к чему-либо данное соглашение не может. Я хотела бы сказать, это первое. Второе. В области таможенного законодательства, в частности в пункте 14, вот я для себя его взяла, это как раз-таки там всего в этом вопросах гармонизации, вопроса 3 относится к вопросам по приведению в соответствие нашего таможенного законодательства на предмет с российским законодательством. Но тут выясняется, что данное постановление, которое было принято, вот, вернее, оно было подписано 31 мая, а вступило в силу с 1 января 2025 года, в пункте 1 вот этого постановления, я просто зачитаю, и потом возникают соответствующие вопросы на предмет этого первого пункта. Применить на территории Республики Абхазия товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденное решением Совета Евразийского экономической комиссии от такого-то числа. А что, мы уже в Евразийском союзе? Нас туда кто-то принял. У нас и вообще вот просто такие парадоксальные ситуации складываются. Вообще-то в Евразийском союзе там беспошлинный ввоз товаров по всей территории стран, которые входят в этот Евразийский союз. Так, если мы вошли так сказать, ну, нас ввели, вот, согласно этого постановления, я так понимаю, что мы уже практически там, да? Без согласия. Да, вот. То как раз-таки должна быть беспошлинная организация вывоза, ввоза товаров. Это раз. Второе. Вообще, знаете, для меня стало таким же полным откровением, вообще-то у нас было так. Мы еще до конца не разобрались с нашим ввозным НДСом. И я просто хочу напомнить слова Александра Золотинского, который говорил и ратовал за то, что непременно необходимо отменить этот ввозной НДС, потому что он убивает нашу экономику. Вообще все ввозной НДС, вот эта товарная, таможенная номенклатура, таможенные пошлины, это все призвано защищать наш бизнес. То есть это такие инструменты, которые позволяют нам защитить наш бизнес, наш местный бизнес. На сегодня мы видим следующее. По номенклатуре товаров, вот то, что таможенным пошлинам, которые введены, да, согласно этого постановления, там повышение в некоторых случаях, там, допустим, 1-2%, в некоторых случаях в 2-3 раза. Не в процентном отношении, а раза. Есть в некоторых позициях в 8 раз. А есть те позиции, которые снижают, убирают таможенную пошлину? То, с чем я ознакомилась, я нигде нулевых ставок я нигде не увидела. Вообще-то меня поразило даже то, что у нас существует, что ввозной НДС на товары первой необходимости, всегда они работали под ставкой 0. То есть на них никогда не применялись никакие ставки. То сейчас на товары даже первой необходимости идет повышение. Если говорить с точки зрения ввода вот этих таможенных пошлин, то это что такое увеличение этих таможенных пошлин? Что это означает для населения? Это рост цен. Это рост цен. Что сделала, так сказать, прошлая, нынешняя, или как ее назвать, власть? Электричество у нас увеличилось с 1 января, да? Это уже идет на повышение цены на любой вид продукта.
То есть на любой товар и любой, особенно то, что и производится здесь, значит идет повышение цены. Если вводятся эти таможенные пошлины, которые в разы превышают, там в основном считается, что где-то было 2, сейчас это будет 3, а таможенный сбор 1%, он куда-то делся? Я думаю, что нет. Тогда это уже 4%, правильно? А в некоторых случаях увеличение 8-9 раз, это что? Это вот представьте, значит, если 8 раз берем, 2 умножаем на 8, 16 и плюс 10, 26 процентов будет взиматься на границе при ситуации, когда ты только ввозишь товар. То есть ты его еще не продал, ты еще ничего с ним не сделал, но ты вынужден будешь. Ну, давайте округлим немножко, кругом-бегом сделаем. Вот порядка 30% ты должен будешь заплатить стране. Я хочу спросить, мы выдержим кратное повышение цены на товары? То есть мы можем утверждать, что на 30% поднимутся цены? Я думаю, что товары... и на больше. Здесь же что будет играть роль? Не считая таможенных пошлин, НДС, обозного НДС, это еще будет повышение логистики. У нас же цена на горюче-смазочные материалы увеличена, растет? Растет. Электричество растет? То есть здесь говорить о повышении на кратность повышенных таможенных тарифов не идет. Здесь идет в разы повышение цены. То есть все продукты первой необходимости, именно первой необходимости, будут увеличены в разы. Усилиями нашего правительства. Это большое спасибо. Но вы знаете, я долго не могла понять, и вот сейчас я откачу немножко к обсуждению бюджета республики, проекта бюджета на 2025 год. Когда мы обсуждали, мне было непонятно увеличение бюджета вот на 2 миллиарда рублей. Мне казалось, что там будет игра внутри бюджета. Нет, ларчик просто открывался. И у меня пазлы, когда я увидела это постановление, у меня все пазлы сошлись. То есть 2 миллиарда увеличения бюджета, это и есть как раз-таки увеличение тарифа, таможенного тарифа. Это увеличение за счет населения Абхазии, так я А понимаю? плательщикам, непосредственным плательщикам всегда будем только, конечным плательщикам всегда, это косвенные виды налогов, и всегда они садятся в стоимость, в цену того, что мы будем приобретать. То есть платить будет народ. Будет платить наш абхазский народ. Изменить ситуацию можно? Изменить Я это думаю, постановление, отменить это постановление, если уже оно заложено в бюджет, то есть его последствия заложены в бюджет, проект бюджета на 2025 год. Вообще, давая комментарии на этот счет, я говорила следующее. Бюджет надо отозвать, его надо переработать и пересмотреть, и его надо отменить полностью. Это первое. Второе. Бюджет это такой, я всегда говорила, живой организм, и ничего там константы как таковой нет. Его можно поменять и как раз таки внести изменения. А по поводу этого постановления, его надо приостановить. Я слышала, что Кабинет министров бойкотирует предложение, которое выносит Валерий Рамшухович. Но я хочу сказать, если это не сделает сам Кабинет министров, они в очередной раз получат то, что народ придет к зданию администрации президента или кабинета министров, но куда-то народ точно придет. Потому что такие таможенные – это грабительские ставки. У нас, я вообще не понимаю, мы что, дошли до уровня жизни хотя бы или до тех же социальных пособий, или тех же выплат заработных плат, как в России, или как в Евразийском сообществе, Союзе? Я что-то плохо понимаю. И поэтому сегодня я не вижу никакой необходимости о введении и внесении в тарифы таможенные изменения и вообще принятие этого постановления. Это, я бы сказала, грабительское постановление для нашего народа и бизнеса в частности. И если они правда не хотят, чтобы народ пришел к ним туда, то я думаю, что это лучше отменить данное постановление. И вот эти комментарии Министерства экономики, вообще вот в последнее время меня цинизм Министерства экономики просто убивает. Якобы это решение принято согласно международного соглашения от 2014 года. Там нигде, никакое соглашение нас не обязывает увеличивать тарифные ставки и изменять наше законодательство в угоду, я не знаю чему.